нәшриятында басылған Фикрат Табиев «История татар в лицах» китабының презентациясына жиылдық. Бұл шара тәсірінің 100 жылғы оңайы білән шулай ұйыштырылды. Айдагыз алқыштық әлі баштап бұлайды. Шушы кеше bağışlanған Фикрат Табиев исеменә иншалла бик уңган, бик көчле, мәрхәмәтле, тауфиклы, хидаятлы, шафкатлы, жан тынычлыклы адәм иде ул. Алла Субхану Тәгалә яткан җире җәннәттә булсыннар, рухлар шад булсыннар. Безнең теләгән теләкләребез, безнең ниятләгән ниятләребез, безнең сөйләгән сүзләребез ана изге дога булып барырга насыйп булсын. Герой нашего фильма называют создателем нового Татарстана. Фикрат Ахмеджанович Табиев почти 20 лет возглавлял республику. Что помнят о Табиеве люди сегодня? Табиев? Ты слышала? Нет. Ну, нет, не слышал такого имени. Нет. Ни разу не слышала. Я на канале слышала, не попадалась. Вы знаете, это может быть могу сказать, только мало, наверное, его кто помнит, разве что только люди моего поколения. Я его не знаю, к сожалению. Фамилия знакомая, но его деятельность я не знакома. Это большой человек. В конце концов, это история нашей республики. Ну, по крайней мере, знали, кто такой человек. Я думаю, что так сами все об этом знали. А если об этом знают все, ну, значит, заслуживает хоть какого-то уважения, я так понимаю. Табиев, на мой взгляд, человек своего времени. Личность сложная, противоречивая, неоднозначная, но, безусловно, сыгравшая свою роль в истории нашей республики. Личное дело. Такой официальный документ имеется у каждого общественного и политического деятеля. За сухими анкетными данными раскрывается личность незаурядного человека. Для Фикрата Табиева, связавшего свою биографию с биографией республики и страны, любое дело было личным. Рязанская область, Есенинский край. Здесь, в татарском селе Азеево, 4 марта 1928 года родился Фикрат Табиев. Мы находимся в Краеведческом музее села Азеево. Большая часть экспонатов этого музея посвящена нашему земляку Фикрату Ахмеджановичу Табиеву. Его родители Ахмеджан Ахмеджанович и Сабира Музиповна были из простой христианской семьи. У них было 2 сына. Старшего звали Фикрат, младшего звали Фикрат. Семья была работящая, но жили они скромно. Их маленький домик ничем не выделялся от соседских. Сыновья на здоровой христианской пище росли крепким физически. Они с детства приучались к труду. Что же касается Фикрата, то с раннего детства односельчане отмечали в нем деловитость, умение быстро схватывать обстановку и доводить любое порученное дело до конца. В войну, когда отец и старший брат ушли на фронт, Фикрат оставался единственным кормильцем. Такие мальчишки, как Фикрат, считались взрослыми мужчинами. Они пахали, сеяли, жали, валили лес. Трудно было, но в преодолении трудностей вырабатывался характер мальчишки. В победном 1945 году Фикрату исполнилось 17 лет. Он успешно закончил Азеевскую среднюю школу, получил аттестат зрелости. И нужно было решать, что же делать дальше. Он уезжает из родительского дома, где прошли его детство и юность. Фикрат поступает в Казанский государственный университет. Благодаря такому выбору он сразу попадает в интеллектуальную, культурную среду казанской жизни. В бытовом плане у первокурсника Табиева возникает ряд проблем. Одна из них – отсутствие крыши над головой. Biz ikimiz de turaksız kalıp, başımız iz kalıp.
общежитие артынан бардық. Һәм геология факультетінің бір зур бинасында бізге шул караватлар үйрет тұрған шағында ikimiz de ұшырашып, сөйлесіп, мына шында бірінші таныстық. Һәм әйтергә кирәк, мин аның белән гомер буена таныш булырга туры килде. Мин аңарга бик бурычлы дип әйтим инде. Чөнки шундый дусың булмаса югарыда ана шундый зур коллективлар белән җитәкчелек итү кыен. Менә шуны әйтергә теләгән идем. Рәхмәт. Башкаларга әйтер, вакыт калдырырга. Рәхмәт. Явление это не случайное. Фикрат Табеев выдающийся личность, сделавший очень много для республики, для своего народа и для России. Он счастливый человек, прежде всего потому, что он любил свой народ. Он любил эту страну и счастлив тем, что сделал для них все, что возможно. Да, личность это противоречивая, это понятно. И мы не должны забывать, в какое время он жил и какими идеями он руководствовался. Мы знаем это. Он марксист, он ленинец, он коммунист, настоящий, преданный. И в этом отношении, конечно, никаких сомнений быть не может. Но в то же время он сочетал вот это с любовью к своему народу, к татарскому народу. Он любил этот народ, любил его традиции, обычаи, песни. И он умел хорошо и прекрасно петь и слушать то же самое. С умилением слушал он татарскую музыку, потому что у него, когда эта музыка раздавалась, когда эти песни раздавались, у него просыпалось татарское сердце. Перестали присуждать Тукаевскую премию. Говорят, он виноват. Нет, извините. Время было такое, когда другого выхода не было. Он пытался отстоять, но этого сделать тогда ему не удалось. Да, это было время, когда закрывались везде национальные школы. Когда, по сути дела, партия руководствовалась приближением и стремлением к коммунизму. И в этих условиях сохранить себя как татарина, как патриота своего народа было не так-то просто. И он много сделал вообще для того, чтобы Татарстан стал мощной промышленной республикой. Это было сделано, и это сегодня продолжается. Этот человек навсегда останется в наших сердцах, как человек, как личность, сделавший много для страны, для республики и для своего народа. О его заслугах, о его таланте, о его скромности. Да, действительно, этот человек талантлив был во всем, в том числе и как научный работник, в том числе как и партийный работник, в том числе и как руководитель. Действительно, став первым секретарем обкома партии татарского, значит, по сути дела, не зная ни промышленности, ни строительства, он включился в эту, как говорится, деятельность, так, и только благодаря ему, благодаря его вот заслугам мы могли получить КАМАЗ, мы могли получить Нижнекамскнефтехим, мы могли получить Оргсинтез, и мы могли добиться впервые, вообще-то говоря, в истории Татарии, и, по сути дела, и по сегодняшний день еще не могут добиться, добыть 105 миллионов тонн нефти в год. Это был рекорд. Ровно 4 года работал с Фихратом Табиевым в одном кабинете. Когда я впервые зашел к нему в кабинет, он говорит: Раил, у тебя в Москве есть персональный кабинет, как у меня? Я говорю: нет. Вот тогда садись, рядом места обоим хватит. И вот за эти 4 года я столько много узнал, что за свои 70 лет я никогда не слышал.
И до того интересно было с ним общаться. Действительно, это уникальный товарищ в любом вопросе. Значит, и мне захотелось все-таки то, что я услышал, хотя бы 100-ю часть о нем рассказать в своей книге. Первая книга у меня была, где я показал его производственника, партийного деятеля, государственного мужа. То вторая книга, я хотел рассказать его, как он в быту среди друзей. Поэтому, когда взялся за эту книгу, конечно, мне захотелось прежде всего, чтобы о нем отозвались, о нем рассказали его друзья, соратники, близкие и просто знакомые. И вот в этой книге почти 40 человек о нем рассказывают. И поэтому, значит, я счастлив, что такая книга вышла. И вот сегодня эта презентация книги, это еще раз мы возвращаемся к Табееву Фикрету Ахмедьяновичу. Он всегда хотел, чтобы вот, татары Москвы, Московской области чаще встречались, общались. И он создал, вот как уже Рустам Ямалеев сказал, создал штаб татар. И вот сейчас его преемником стал Рустам Фаизович Ямалеев. И вот эта добрая традиция, заложенная Фикретом Ахмедьяновичем, именно что татары всегда знали свои корни, не забывали своих предков, свою историю. Вот сегодня очень, к большому счастью, продолжается. И вот я мечтаю, что со временем мы напишем еще одну книгу, покажем не только 40 человек, а 400 человек. Вот так сказали его соратник, говорят, о нем можно писать и писать. Действительно, это уникальный человек, это легенда, которая сделала очень многое для Татарии и в целом для России. Так что я счастлив, что с ним общался, я его знал и был рядом с ним. Татар халкы инде ул бик бәхетле халык. Чөнки без инде бер яктан караганда үз дәүләтчелегебез заманында төзегән халык һәм икенчедән инде безнең күренекле шәхесләребез бик күп. Һәм инде аша итеп шушы шәхесләребезне бәяләү ул әлбәттә безнең өчен дә һәм шәхесләребез өчен дә бик зур эш, бик зур хезмәт. Чөнки без чынлап та шушы зур кешеләребезне һәр вакытта хәтергә алып торырга тиеш. Һәм тиешенчә бәяләргә тиеш, һәм киләчәк буынга җиткергә тиеш алар турында, һәм киләчәк буыннарны белергә тиеш. Нинди зур хезмәтләр эшләгәннәр алар, нинди зур эш башкарганнар. Республикабызны үстерү өчен булсын, милләтебезне үстерү өчен булсын, телне үстерү өчен булсын, шуңа бу яктан караганда без барысына да аларның бурычлы. Бу яктан караганда Фикрет Табеевка да без бик зур рәхмәтле. Без инде яшь буын, әлбәттә без инде аның чордашлары түгел, әмма ләкин без аны беләбез. Шушы зур эшләре аша без аңа сокланабыз һәм без аңа барып тик рухы шат булсын дип кенә телибез. Рухы шат булсын һәм киләчәктә дә Фикрет Ахмәтҗанович безнең белән янәшәдә барып, һәм инде халкыбызның күңелендә яшәсен дип телибез. Слушай, вот с 2010 года в Татарском книжном издательстве издается шикарная, на мой взгляд, серия. Она началась вот книгой о Датменте. Это известный татарский депутат Государственной Думы, известный издатель, поэт Закир Рамиев. Первая книга была посвященная ему. Также в этой серии на сегодняшний день уже издано 12 книг, то есть книга о Табееве, это 12-я по счету книга. В этом проекте участвуют не только казанские исследователи, не только татарстанские исследователи. Простой пример, вот, допустим, недавно вышла книга, посвященная Шагабуддину Маржани. Автором ее является Юлай Шамиль-Оглы, известный татарский историк, проживающий в Соединенных Штатах Америки. Недавно также увидела свет, и вот здесь уже пошли, как раз вот в эту серию включились и советские партийные деятели. Книга, посвященная Гумиру Усманову, книга, посвященная Фикрету Табееву. Повторюсь, на сегодняшний день 12 книг, посвященных отдельным выдающимся личностям.
Эти люди, на мой взгляд, и здесь уже неоднократно про это было сказано, они, в принципе, вписаны золотыми буквами и в историю татарского народа, и в историю России. И поэтому, на мой взгляд, только вот стоит приветствовать написание вот таких вот книг. Нас вроде бы ничем не удивить, но я как приступил к фильму Фикрята Табиева, это к 90-летию было, вот Фахитов и Раиф, как говорится, мы с ним вместе, начало было такое. Что хочу сказать. Во-первых, я скажу свое личное мнение. Я был мальчишкой, когда, таким юным человеком, два человеческих момента о Табиеве, просто для интереса. Первый, мы приехали к нему на дачу Бровой-Матешина, что-то, интервью, что ли, брать, что-то такое. Сидим, ждем, сказали, он купается. Ладно, купается, посмотрели там недалеко, с каким-то мужчиной, там мужчины и дети какие-то. Мы спрашиваем, а кто это такой мужчина? Это его водитель. Потом уже, когда я снимал жену, все, оказывается, вообще привычка у них такая. Если водитель приезжает во время обеда, не как у остальных чувств, его приглашали всегда за стол, обедать вместе с ними. Понимаете, вот мелочь вроде, но она говорит о человеке, вот знаете, я даже не говорил, о его человеческих качествах. Вообще-то я по жизни заметил, чем талантливый человек, чем он выше по своему значению, тем он проще в жизни. Это один из тех людей, вот, которые, когда я снимаю, я, знаете, сам его открываю и стараюсь людям его открыть, потому что это человек, который, это еще не познанный человек, который еще много разных моментов может рассказать. О нем можно говорить. Так что спасибо моему герою. Я был очень, так сказать, сам. Я являюсь ответственным редактором энциклопедии города Набережные Челны, в котором имеется статья, аналитическая статья о Фикряте Ахметзяновиче Табиеве. Значит, мы сейчас работаем над вторым изданием, и там уже более расширенная статья намечается. Уже мы ее сделали, поэтому я хотел бы вручить эту книгу штабу, московскому штабу, штабу татар, и пожелать, чтобы они вот эту тему развили в последующем. Это вот статья, которая второе издание, но мы еще будем ее расширять. И поэтому желаем, чтобы память Фикрата Ахметзяновича, она была вечной. Фикрат Efendim'i min turmuşta konuşup bilmedim. Dinamik Xorvatda da Balachaqdan işitiblər. Bizning Sarmon yog'inda bir o'rmonlik bor. Ana Tabiyev o'rmoni deyiladi. Ularda Xorvatda da kelgach yol etatirgan edi. Bizning yoqlarga chiqqanda. Amma lekin so'z shaxslar turida bor. Her bir milletni şahıslar yasır, şahıslar bilgili. Hem Fikret Efendi şunda ilpatlı şahıslardan birisi. Respublikada işlev çırağı anın zor hizmetlerine ezirlik çırağına. Sovetlar Soyuzu'nda o Çin mağanesinde özünün uğrunun alıp bitirmegen şahıs. Anın mümkünçülükleri bugünkü közlükten, tarihi közlükten çıkıp qarasan, iş gitkis zor ezirlikli kişi bulgan. Ama lakin en katlavlı çırda Sovetlar Soyuzu'nun en problem yerine Afganistan'a cibirleri yoktanına tugil. Çünkü bu en ağır problemlerden birisiydi. Kimdir derdi şoyartıp da etken. Sovet armiyasını çıkardılar da Fikret Tabiyev'ni kırttılar. Afgan problemisini hal etirgedi. Bir o'zi. Bu şartı sözünde ko'pmidir çınlık da var. Çünkü yol bu problemi, inqatlovli problemlerin birisinde qatnaşkan kişi hem Sovetlar Soyuzu'nun keleceği, onun bu Evrasiya kengliklerinin keleceği turunda problemler zordan ko'tarilganda u hal etgan shaxs. Fikret Ahmetзянович Tatarstan çorunda, Tatarstanda Sovetlar çorunda Tatarstan'ı çıkıp işleyen kişi. Tarihin qaraganda Tatarstan'ın birinchi kişi bitirgan bo'ladi, mumkin. Şöyle bitirgan. 1980-yılda Afganistan'da служит o'tganda men avtomobilni vazga, u vaqtda serjant edim.
август екен, сентябрь жылы вақыт ешу. День строителя өтті, біз түрлі нәрселер түзіп өтірді, әскер жолдар түзелер башқа. Сонда мені шақырған ари қонақта и бір абай генерал айтты. А ты знаешь, что посол Советского Союза татарин? У меня бір қызық болып кетті бұл. Мен бір неше күннен де бір лейтенант болған таныш достым болған Қырғызстаннан. Айда говорю, съездим в посольство. Кіріп кеттім посольствоға. Посольствоның ешегінде башқанда бір тәшінді Яхутия кету. Дежурный шекелі утырайын демен это, сіздік чего хотите демен это, я хочу видеть посла. Побеева, это всегда бір бүтін уақытта. Ол айтты, а вы кто он? Родственник, друг или кто там? Это никто, он татарин. Ол айтты, ну и что, как это, ну и что? Он татарин, я татарин. Олай вчера шу кеттен, да, бақасарка болды, меня чуть не арестовали. Шунан соң енді все-таки Фихрат Ахмеджановичқа кімдірмін айтты. Бір малайсызынан жігіт тырыша көрерге бұл келіп шықты да мен айта. Сізді, кім деп айтты, оны қазіргі Бурганов бап еді. Аның әтесінің есімін айтты. Аның олы түгілме деп айтты. Жоқ деп айттым. Яғни олымдай. Сен мені күтіп тұрды. Қазір Вьетнамның посолдығын ұшуашандай бір 15 минуттан да көрішірбіз дейді. Шынатта бір 13-14 минут өтті. Мені алып кірді ол. Үстел қойдылар. Біраз 100 грамм коньяк болды. Бүтін нәрсесі болды. Екі моторғына бір сағат сөйлесіп отырдық. Сонан ол айтты. Сен ашықмады, сен ашытылар, шырар, нәрсе керек бұнда болады. Мені қалдырып кетті, һәм сағат 11-де мен біраз солғаны, 5 ойды алып кеттілер, мен сәсіра. Алып кеткәш, ертең енді комендантский час болды, ертең уяндым, менің полковник келді, менен сұрайды, мен қорқып кеттім енді, он твой родственник, мен былай айтам. Шунан соң менің енді служба пошла болмасы болды. Шунан ол меня екінші тапқыр чоқырып алды посольствоға и тәқдім етті. Ты не хочешь поработать со мной администратором? Ну, анда какие-то решения должны было, мен уже қайтып кеттім армиядан. Шунан ол қағаз келген бір жылдан соң чоқыру болды. Шунан соң Анатолий Александрович Ивановны білесіз жоқшы. Анатолий Александрович Ивановның өлмәс бұрын бір ялты ел, ол 16 жылын янбардан кетті әйел. Жай күні, мен точно айтармын, августымы, жылырақ вақыт, сабантой вақытымы. Фихрат Ахмеджанович, потом Лихачев, Анатолий Александрович Рашулары болды. Мен шул вақытта туры келді. Сонан мен анау аңлаттым, ол шотланды, таныды мені, екі моторына шулай еске алу болды. Шулай. Мен қысқа ғана бір момент қысқаша айттым. Ең қызық мен өзінің биографиясында шулай момент болды. Мен аны шотланып, әр вақыт сөйлеймін, Фихрат Ахмеджановичқа таныштым. Сондай қызық кішілер білән туры көрішерге туры келді. Афганистанда бек ауыр служба вақыты, бек шунан соң жеңіленіп кетті, бек нәрсесі де. Табиев менің үшін көрнекті татар кішісі. Аның нәк менә шушы татар болып, татарға қызмет еткен үшін мен аны әлбәттә hürmetliyim hem iskəvətçiləm. Hər vaqtda da ol qaydağına işləməsin, ülkə partiyanın ülkə komitetində mi, Məskəvdə mi, Afqanistanda mı, biz hər vaqt onun işçənliğini gözətib durduk. Tatar için, onu saklap qalı için bir güçlüdür. Birinciden əlbəttə dil. Dilimizni ol yarattı, ol bizning jırmınlarımızı yarattı. Yıllaytırgan idi her vaqtda da hem körnekli artistlarımızı tınlap, hoşlanıp yaşaytırgan kişi. Onun şen tatar yelek ekenligin her kim bileydi. Sonuçtan biz aytalabız mine bugünkü gününe eğer de Tataristan'ın şu 100 yıl içinde nindik zor kişileri bolgan deysek, onların elbette en körneklerinin birisi ol bular. В прошлом году исполнилось 90 лет со дня рождения Фикрата Ахмеджановича Табеева. Состоялся конкурс на производство документального фильма к этой юбилейной дате. Этот конкурс выиграла наша команда во главе со мной. Понимаете, мы много киношники снимаем в жизни, начиная, я уже говорил, от роддома, жизнь человеческая, до кладбища. Много разных людей видели, разных социальных слоев, разных профессий. И поэтому мы практически уже ничему не удивляемся, потому что много видели. Но приступив к фильму о Табееве, когда я начал изучать материал, когда больше знакомиться с людьми, с какими-то эпизодами, в которых, значит, мы должны были фильмы, все больше и больше удивлялся герою нашему. Потому что он оказался таким многогранным, с одной стороны, с другой стороны, в чем-то, значит, противоречивым, но противоречивость она была только в каких-то деталях.
А в основном я всегда вообще по этому фильму понял, что он был достаточно таким принципиальным человеком. Притом принципы его не были такие, ну, скажем так, однообразные, тупые такие. Принципы были в главном. Он мог с любым человеком договориться, на любых партийных или каких-то собраниях сказать свое мнение. Обычно в то время, я знаю, в смысле, все колебались вместе с генеральной линией партии. То есть не было собственного мнения. У Табеева, вот, я понял по этому фильму, по всем делам, всегда было собственное мнение. Он умел его отстаивать и не боялся их отстаивать. Он основу создал для Татарстана, что сегодня мы, по сути дела, имеем такие колоссальные развитые промышленные отрасли. Поэтому с нашей республикой считаются и президент России, и правительство России, да и зарубежные гости, которые готовы участвовать в экономическом таком сотрудничестве с Татарстаном. Татарстанның читтә шушы тел өчен көрәшеп ятучы милләтпәрвәр егетләр булу зур нәрсә. Кайда да бит инде көрәш бара. Мәскәүдә, Петербургта, мәсәлән, Петербургта минемчә андый штаб юк, андый шул кадәр зур күләмдә шундый эш алып барган штаблар Татарстанның читтә бик сирәктер дип әйтү. Шундый яссылыкта, шундый рвение белән, шундый ни белән. Ул мәсәлән Казанга килеп, бөтен татар блогерларын җыюы Мәскәүдән килеп. Ул тоже зур нәрсә. Безнекеләр җыклап ята дип әйтим мен. Мин аның белән танышуыма шат һәм киләчәктә дә ничектер біз тагын да тыгызрак элемтәләр булдырып, тагын да тирәнрәк һәм әйбәтрәк аралашырга ясын дип әйтүем. Аралашырбыз дип уйлыйм. Я считаю, что вообще это очень важно, когда народ сохраняет свои корни, народ сохраняет свою культуру. Вот это самое главное. То есть то, что меня пригласили сюда, это означает, что мы вместе, что мы люди, что мы прежде всего люди, что мы не делимся по местам проживания, по национальностям. Что самое главное, что мы вместе. Самое главное, что русские любят и понимают русскую культуру. Татары любят и сохраняют татарскую культуру. Мәскәүдә татар штабы бар дип ишетә белә идек. Аның инде нинди эшләр алып барганы сайтларына кирип карагач, мәгълүматыбыз арта төште. Менә бу ел әлеге оешма, әлеге бик җитди оешма безне 2 тапкыр шушы үзләренең чараларына чакырды. Һәм үзләренең нинди матур татарга хезмәт итүче оешма икәнлеген тагын бер катраслый алды. Менә без бүген Фикрат Табиев безнең Татарстаныбызда бик күп зур эшләр башкарып калдырган, обком секретаре булган, КамАЗ, Түбән Кама һәм Алабуга шәһәрләренә нигез салуда, Алабуга шәһәрләрен зур промышленность үзәкләре итеп үстерүдә зур өлеш керткән шәхес һәм Мәскәүдә яшәгәчтә үзенең татарлыгын онытмыйча, татарлыгына хезмәт иткән шәхес хакында чыккан китапның тәкъдир итү кичәсе булды. Бик күп шәхесләр Фикрат Табиев хакында матур истәлекләрен уртаклаштылар. Татар штабы үзенең кыйбласына туры калып, киләчәктә дә үзебезнең асылыбызны саклауда, үзебезнең халкыбызның уңышларын пропагандалауда шушы эшен дәвам итсен иде. Очень содержательный, насыщенный был идеологический сегодняшний вечер, да? Полезно было, что здесь были несколько председателей молодежных организаций, были, значит, много молодежи из штаба, все послушали Аксакалов. Это все новая, старая эпоха, старое поколение, которое вот построили вот эту вот основу, производственную основу нашего города, нашей республики. Вот. Значит, сегодня мы также здесь новые планы наметили. Вот. В ноябре месяце будет Дину Мухаметову 90 лет. Мы всех пригласили на это празднование. У нас в Москве мы обязательно это организуем. Да? И второе нынче в ноябре месяце будет 90 лет Николаю Васильевичу Лимаеву. Волею судьбы они последние годы работали в одном здании. Да? Тоже общались. Николай Васильевич был у нас неоднократно в штабе татар. Поэтому мы тоже 90-летие сегодня продумали целый ряд мероприятий, чтобы чествовать его и провести достойному, известному, уважаемому человеку 90 лет. Что касается сегодняшнего вечера.
Сегодня уникальность сегодняшнего вечера в том, что здесь многие люди не были на похоронах, но они долгие годы. Вот здесь есть люди, которые 10 лет все вместе работали, да, в соседних там кабинетах сидели, рядом работали. И они, значит, друг друга, вот это вот поколение, кто-то работал в начале табеевской, значит, производственной деятельности, кто-то в середине, кто-то в конце. И вот эти вот все табеевские друзья, была сегодня задача, чтобы они между собой подружились, познакомились и дальше продолжали общаться уже вне нас. Поэтому вот по настоятельной их просьбе, значит, мы сейчас еще один будем делать такой вечер встречи друзей Табеева. И поскольку первый том книги нашел очень большой резонанс в обществе, очень большой, потому что многие туда не вошли, многие фотографии не вошли, мы сейчас будем готовить издание второго тома книги. Книга о человеке, не о первом секретаре обкома, не о его должностях. Книга идет о человеке. Это люди, которые знали его лично. Они будут рассказывать, какой он был в жизни, да? Как они познакомились, какие-то смешные истории, может быть, бытовые истории, да, вот, как они проводили время, о чем говорили. Вот. Задача книги – перенестись нам в ту эпоху, вот, в ту среду, в те отношения, да, советские. И поэтому она очень интересная книга, поскольку она написана простым языком от его друзей. Революция кадар, инкилабка кадар безнең татар халкының саклану механизмнары барлыкка килгән. Ул мәхәллә һәм шылбыр, ягъни аны ярым суфи технологиясе дип әйтергә була. Кешедән кешегә аралашу белән, аңлату белән, ипләп кенә сөйләп, белем, гыйлем, тарих, хәтта иң гапкады халык авыз иҗаты яткәрләренә кадәр шулай тапшырыладыр. Һәм әлбәттә серләр, ничектер бу уңышка ирешергә, ничек исән калырга, ничек сәламәтлек сакларга, ничек итеп гаиләне торгызырга, ничек итеп байырга. Менә шул технологиялар совет чорында онытылып торган иде, һәм менә ул кабат торгызыла башлады. Моның бер якты үрнәге буларак штаб мәркәзе пәйда булган Мәскәүдә. Һәм анда һәрбер кешене индивидуаль рәвештә үзләренең кочакларына алып, шәй эчертеп, аралаштырып, аңарга ярдәм итеп, аңарга сүз белән аңлатып, дуслашып, бераз гына җырлап, бергәләп сөйләшеп утырып, дуслашалар. Менә халыкны, милләтне типләү технологиясе, менә шундый авыр технология ул һәрбер кешене эзлекле рәвештә, даими рәвештә кабат һәм узын юл белән милләткә якынайтырга яки кире кайтарырга кирәк. Менә шундый авыр эшкә штаб алынган. Субханалла дим. Биктән горурлык хисе туйып яшим, менә шу үзебезнең Мәскәү шәһәрендә шундый татар штабы булуына, шу татарларны, татар яшьләрен бергәләп оештырып, һәрвакытта гомумән бәйрәмнәрдә, менә булмасын төрле чараларда катнашып, матур итеп оештырып яшәгәннәр өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алдагы елларда да бергәләшеп, оешып, татарлар тагын күбрәк булып, бөтен Россия буенча түгел, бөтен дөнья буенча бергәләп оешып, матур итеп яшәсеннәр иде.